Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Сельчане ждут ввода в эксплуатацию зимней автодороги. По контракту подрядчик должен закончить работы до 31 января. Интинцам предстоит обсудить и выбрать общественную территорию, которую необходимо благоустроить в следующем году. Продолжается реализация федерального проекта формирования комфортной городской среды. Предупреждение ДТП и пресечение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В округе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Трасса». Врачи приглашают горожан на профилактические медосмотры и диспансеризацию. Болезнь легче предупредить, чем лечить. В Коми будет разработана региональная программа обновления парка коммунальной техники, так как причиной плохого содержания дорог и дворов зимой во многих городах и районах является нехватка снегоуборочных машин. Временно исполняющий обязанности главы республики поручил правительству представить конкретные предложения. При этом Ростислав Гольштейн отметил, что пополнение автопарка не решит проблему очистки дорог от снега. Прежде всего, нужно правильно организовать работу с соблюдением всех нормативов, которые должны быть указаны в договорах на обслуживание. Ситуация с расчисткой снега остается неудовлетворительной. Поручения, которые были даны на прошлом совещании, действуют постоянно. Каждый зампред правительства республики, закрепленный за определенными муниципалитетами, несет за их исполнение персональную ответственность. Вот контракты же заключены. Контракты заключены. У всех заключены. У всех заключены. У всех на зимнее содержание. Более того, скажите мне, а вот по нормативу, да, если заключили договор, да, как тротуары убираются? Но у нас норматив расскажите мне. Но после 6 часов выпадения снега тротуар должен быть убран. Нет. Тротуар должен чиститься каждые 3 часа. Каждые 3 часа. Не через 3, а каждые 3 часа, да, например. А вот снегопады, которые запирают магистральные, в течение 6 часов, понятно. Да? Угу. Правда? Когда договора заключают, о чем думают? Не знают вообще эти нормативы? Я думаю, что в договорах нормативов не прописано. Да более ладно. того, это, как правило... Это сейчас сарказм, Эдуард Владимирович. Ну, честное слово. Коллеги, вот знаете, если люди не понимают, что от них требуют, да, как мы можем требовать от них что-либо? Правда? Если нет плана, в котором расписано все, что должны делать по городам и районам, значит, нет дела. Не будет никогда. Вот Дмитрий Федорович об этом очень четко знает. Дмитрий Федорович, я вам поручаю в самое ближайшее время вместе с главами муниципальных районов и города Сыктывкар провести такую работу. Ну, а дальше с Эдуардом Владимировичем и с Дмитрием Владимировичем мне доложите. Договорились? А от вас, как коллеги, ежедневный контроль, то, что происходит. Жители отдаленных сел Интинского округа интересует, когда будет введена в эксплуатацию зимняя автодорога с ледовыми переправами, кто следит за ходом работ и когда выйдет в рейс вахтовый автобус для перевозки людей в город и обратно в села. С этими вопросами мы обратились к специалистам УЖКХ, которые осуществляют технадзор. С середины декабря ведутся работы по обустройству зимних автодорог в Интинском округе. Контракт заключен был еще 22 ноября с подрядной организацией «Северстройинвест». На сегодняшний день, сам контракт у нас вообще делится на 2 части. Первый период – это оборудование ледовых переправ и зимних автомобильных дорог, и второе – содержание, соответственно. Переправ у нас на сегодняшний день, оно не то, что на сегодняшний день, а вообще их у нас 6 и 2 дороги. С развилки у нас от Косевома начинается, идет на Петрунь, одна дорога, вторая на Отзвовом. В рамках контракта по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения подрядчик обязан подготовить переправы через реки Косью, Уса, Малая Роговая, Большая Роговая и 2 зимние автомобильные дороги, поворот с село Косьевом, село Петрунь и развилка на село Косьевом, село Одьвовом. По срокам подрядная организация уже через неделю должна открыть зимник на села, но существует большое но. Работы по обустройству переправ напрямую зависят
зависят от метеорологических условий. Все прекрасно видят, что в этом году зима совсем легкая, морозов почти не было, в связи с чем и возникают сложности в оборудовании ледовых переправ. По техническому заданию толщина льда на переправе должна составлять не менее 80 сантиметров. Оборудование ледовых переправ у нас с 18 декабря выполняются работы по 31 января. Опять же, берется с учетом погодные условия. Данные работы должны выполняться минус 12 градусов. Вот от минус 12 градусов идет оборудование до минус 12, если минус 10 меньше, то, соответственно, не выполняются такие, потому что там необходима заливка, утрамбовка и различные работы, которые связаны с оборудованием ледовых переправ. В первую очередь, опять же, это безопасность людей. В первую очередь, мы видим, по республике у нас очень проблемно в этом году, везде тонут и техника, и люди, и поэтому стараемся, делаем. Боюсь, что в этом году, надеюсь, конечно, но боюсь, что до 1 февраля не будет сделана ледовая переправа, опять же, из-за погодных условий. Но все-таки надеюсь на подрядчика, что он все-таки постарается, и мы запустимся. Дальше у нас будет содержание вестись, будем, естественно, выезжать, контролировать. У нас также с представителями администрации мы обычно выезжаем, смотрим. Также подрядчика просим, чтобы нас вывозил, потому что своей техники, естественно, у нас нету, поэтому... А так, конечно, стараемся постоянно, технадзорим, смотрим, проверяем, делаем. Контракт у нас заключен. Подрядчик скинул цену контракта, была намного больше, но на сегодняшний день контракт у нас заключен на 8,8 миллионов. Контракт условно поделен на две части, каждая из которых примерно оценивается в 4 миллиона рублей. В части содержания уже открытых автодорог и переправ у подрядной организации имеются определенные обязательства. Чистить он должен постоянно, поддерживать в нормативном состоянии. Когда будут заметены, соответственно, после метели он должен привести все заметные территории и части в порядок. Постоянно эта проблема у нас над Зывом. Там постоянно заметать. И на Петрунь также есть проблемные места, участки. Все также подрядчик знает. Подрядчик не первый год работает. Бывают у нас с ним проблемы с этим подрядчиком, но потом приходим к одному целому, выполняет, делает, старается. В период метели работы по содержанию ледовых переправ через реки и зимних автомобильных дорог подрядчикам не проводятся до прекращения метелей. Во-первых, образуются переметы, мешающие передвижению, а во-вторых, видимость падает до нескольких метров, что делает передвижение на скорости, требуемой для прохождения переметов, невозможным. Расчистка осуществляется после прекращения метелей. Интинцы могут воспользоваться правом выбора и принять участие в онлайн-обсуждении объектов благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда». Руководство Инты предлагает жителям округа самим определить, какую из территорий необходимо включить в рейтинговое голосование, чтобы была возможность привести ее в порядок в следующем году. Напомним, федеральный проект формирования комфортной городской среды был инициирован президентом России и направлен на создание современной среды для жизни, обновление общественных пространств и дворовых территорий. С 23 января по 24 февраля интинцы могут ознакомиться с перечнем общественных территорий, включенных в список нуждающихся в благоустройстве, и выбрать из 25 участков те, которые необходимо ремонтировать в первую очередь. Принять участие в обсуждении несложно. Пользователям интернета необходимо зайти на портал госуслуги или на сайт городской администрации, выбрав виджет «Мой выбор. Мое будущее. Обсуждение. Опросы и оценки». Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут вынесены на всероссийское онлайн-голосование. Напомним, в этом году в рамках реализации федерального проекта должна быть благоустроена общественная территория возле бывшего магазина «Детский мир» по улице Куратова, дом 50, и приведен в порядок двор по адресу Дзержинского, 21. В Инте проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Трасса». Проводится оно в целях стабилизации обстановки с аварийностью, предупреждения ДТП и пресечения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения и продлится по 26 января.
Ежегодно на территории Инты и всей республики автоинспекторами проводятся всевозможные оперативно-профилактические мероприятия, такие как нетрезвый водитель, тонировка, внимание дети и многие другие. С января по декабрь 2024 года на дорогах Инты зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых получили травмы 7 человек. Никто не погиб. В течение новогодних выходных дней ДТП с пострадавшими не зафиксировано. Сразу после праздников с 15 января стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Трасса», которое продлится по 26 января. Оперативно-профилактическое мероприятие «Трасса», которое проходит на нашей территории с 15 января 2025 года по 26 января, проводятся рейдовые мероприятия, выявляем лиц, состоящих в нетрезвом состоянии, находящихся в нетрезвом состоянии, также лиц, не имеющих права управления, также лиц, которые производят грубое нарушение правил дорожного движения. Стараемся пресекать данные нарушения, также проводить профилактические беседы с водителями о недопущении таких правонарушений. В ходе проведения мероприятия организованные автоэкипажи ГИБДД будут уделять особое внимание пресечению таких нарушений правил дорожного движения, как управление автомобилем в состоянии опьянения, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Также будет проведена информационно-разъяснительная работа с автолюбителями о необходимости соблюдения скоростного режима при движении по загородным автодорогам. Госавтоинспекция города Инты предупреждает вас о том, что зима – это довольно неблагоприятное время года, так как на наших дорогах становится скользко, опасно для управления, для вашего. В связи с чем надо водителям принимать меры для снижения своего скоростного режима. Также нужно выбирать дистанцию для впереди идущего транспортного средства. Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям транспортных средств о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Именно от действий водителей зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Также госавтоинспекция напоминает пешеходам, что при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в мире. Инта в этой статистике не исключение. Выявить проблемы на ранних стадиях помогают профилактические осмотры и диспансеризация. Все больные ставятся на учет, а значит, должны соблюдать рекомендации врача и посещать профильного специалиста несколько раз в год. Все пациенты с выявленными болезнями системы кровообращения, такими как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, болезнями головного мозга, так называемыми цереброваскулярными заболеваниями, становятся на диспансерный учет, а значит, должны проходить диспансерное наблюдение. Частота диспансерного наблюдения определяется имеющимися заболеваниями. Минимально это 1 раз в год, но до 3-4 раз в год, как, в общем, показано по заболеванию. Самая большая такая группа пациентов – это, конечно, артериальные гипертензии. То есть, поэтому мы всегда людям рекомендуем проходить диспансеризацию для того, чтобы выявить это заболевание в самом начале. Потому что артериальная гипертензия иногда протекает довольно скрыто, и можно ее диагностировать только измерив давление. Причем эти измерения должны быть неоднократные, то есть это несколько раз за прием и может быть несколько приемов еще. Да, и после этого пациенты ставятся на учет и должны минимум раз в году посещать врача-терапевта. Во время этих диспансерных осмотров у пациента измеряется также давление, смотрится их дневник самоконтроля, который каждый должен вести дома, уточняется прием препаратов, потому что иногда пациенты считают, что им назначили какой-то курс лечения и бросают потом прием этих лекарств. Но лечение наших сердечно-сосудистых заболеваний, оно постоянное, то есть у нас нет курсового лечения как
такового прием постоянный, длительный, и все препараты, они уже проверены, доказаны, безопасны для длительного, в том числе и постоянного приема. Кроме приема лекарств, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны исключить все факторы риска. Их немного, но каждый провоцирует серьезные осложнения. Факторы риска у нас что? Это вредные привычки наши, курение, да? Желательно его сократить или избавиться совсем, потому что только вот полный отказ от курения, он ведет к улучшению прогноза, да, по заболеваниям сердца. Уменьшение или полный отказ от алкоголя. Также считается, что вот безопасным где-то может быть 10 грамм чистого алкоголя для женщин в неделю и 20 для мужчин. Но полный отказ – это как бы вообще самое лучшее. Обязательно нужно снизить массу тела. Это как бы тоже такой достаточно большой фактор риска. То есть ожирение – все, что индекс массы тела выше 25. Сейчас еще доказали, очень важно абдоминальное ожирение. То есть пациент может даже выглядеть достаточно худым, но имея окружность талии, там женщина больше 80 сантиметров, а мужчина выше 94, это уже как бы считается абдоминальным ожирением и тоже требует как бы каких-то вот вмешательств. Потом, значит, это малоподвижный образ жизни, то есть сейчас мы все сидим целый день на работе, либо передвигаются многие на машине. Достаточно физическая активность считается это как минимум 30-40 минут умеренных физических нагрузок, хотя бы быстрая ходьба, где-то 4 раза в неделю. И следующий такой вот вредный фактор, который ведет к нашим заболеваниям сосудов и сердца, это повышенный уровень холестерина. То есть все знают, что вот этот холестерин, который вредный, он откладывается в стенках сосудов, идет к образованию бляшек. И эти бляшки потом могут как бы вот отрываться, закупоривать сосуды, что является причиной инфарктов и инсультов. Поэтому вот как все говорят прочистить сосуды – это как бы принимать лекарства, которые не дают расти этим бляшкам. То есть это не какие-то капельницы там или еще какие-то воздействия, это именно вот постоянная медикаментозная терапия. То есть уже доказано, что как бы если уровень холестерина ниже определенных показателей, то вот эти вот бляшки, они стабилизируются, они не растут, они становятся как бы более плотными и снижается риск вот этих вот осложнений. Поэтому лечение вот этого повышенного холестерина тоже очень важно. И на диспансерных приемах врач, к которому пациент обращается, тоже смотрит, какой уровень холестерина общего, вредных, там повышенной низкой плотности, высокой плотности, которые хорошие, да. И вот эти целевые уровни необходимо достигать, то есть не просто принимать какую-то таблетку, да, и считать, что все хорошо. То есть эта таблетка, она должна приводить к тому, что уровень холестерина должен снизиться до целевых показателей. А целевые показатели, они у каждого пациента разные. То есть существует такое понятие, как сердечно-сосудистый риск. Он может быть низким, умеренным, высоким и очень высоким. Так вот, на каждый вот этот сосудистый риск есть свои нормы, да. То есть если на вот очень высокий сосудистый риск, то холестерин липопротеидов низкой плотности должен быть меньше 1,4, что как бы очень иногда сложно достигается и требует иногда комбинированной терапии, то есть не один препарат, да, от холестерина, а иногда назначаются даже и препараты как бы инъекционного действия, то есть которые как вот уколы инсулина колятся там определенное время. Медики еще раз напоминают пациентам о важности ежегодного прохождения диспансеризации. Пройти все обследования в ее рамках можно довольно быстро и бесплатно. Для удобства пациентов в поликлинике номер 1 выделен врач-терапевт, который на основании первоначальных общих анализов может направить пациентов на дополнительные обследования. Тем же, кто уже поставлен на диспансерный учет, также нельзя откладывать посещение терапевта.
Мы сейчас проводим обзвон активный пациентов, стоящих на диспансерном учете. Ну и, к сожалению, многие отказываются. Непонятно по какой причине, потому что записываются они на удобное время. То есть приходят к врачу, им назначают все обследование и потом контрольный осмотр уже по их результатам. В это обследование входит и анализы, и кардиограмма, и УЗИ, поэтому очень просим не отказываться, приходить на диспансерные осмотры. Диспансеризация выявляет людей с различными заболеваниями – онкологическими, сахарным диабетом и, конечно, гипертоническими. В среднем по статистике таких больных на учет ставится до 5 человек каждый месяц. Напомним, и те, кто только собирается пройти диспансеризацию, и те, кто стоит на диспансерном учете, должны обратиться в кабинет медицинской профилактики номер 218. Он работает с 8 до 17 часов. В Республику Коми пришли морозы. В разных муниципалитетах региона на этой неделе были объявлены актированные дни. По прогнозам синоптиков, низкая температура наружного воздуха продержится еще несколько дней. Интинские школьники не дождались отмены занятий. Напомним, при какой погоде устанавливаются актированные дни в образовательных организациях Приполярья. Ежедневно около 6 часов утра оперативный дежурный единой диспетчерской службы получает сводку метеоусловий и с учетом температуры воздуха на первую половину дня передает сведения в отдел образования. Специалисты ГУНО совместно с заместителем руководителя администрации принимают общее решение об установлении актированного дня. С наступлением морозов на самом деле актуально вернуться еще раз к порядку установления актированных дней на территории нашего города. Порядок закреплен постановлением администрации от 21 января 2021 года, номер постановления 1/68. Постановление размещено на официальном сайте отдела образования, на официальном сайте администрации, то есть каждый желающий может его посмотреть, прочитать, детально изучить и для себя взять информацию, которая ему необходима. Я сегодня напомню некоторые позиции, основные позиции этого постановления. Особенно это касается первоклассников, потому что эти семьи у нас впервые сталкиваются с ситуацией актированного дня. Поэтому я думаю, что информация будет полезна и для них, и старшеклассникам тоже напомним. Итак, для установления актированного дня у нас есть два критерия. Это ветер и погода, морозные условия, то есть температура наружного воздуха. При температуре минус 34 градуса актируется учебный день для учащихся 1-4 классов. При минус 35 градусов наружного воздуха у нас уже не учатся дети с 1 по 7 класс. Учащиеся с 1 по 9 класс не учатся при температуре минус 37 градусов. И если столбик термометра опускается до минус 40 и ниже, тогда мы уже актируем учебные дни для ребят с 1 по 11 класс. Также это касается студентов Воркутинского арктического политехнического техникума в нашем городе. Это интинский филиал у нас работает этого колледжа. Это студенты 1-2 курса. Это что касается температурного режима. Также мы говорим о наличии и скорости ветра. Мы знаем о том, что ветер с силой 2 метра в секунду понижает температуру наружного воздуха на 1 градус. То есть учитываются и мороз, как я говорила, уже и температура, и сила ветра. А вот все это суммируется. Около 6 утра принимается решение об актировании учебного дня, и уже идет информация в СМИ. Хотелось бы напомнить родителям, законным представителям детей, что за ними сохраняется право оставить ребенка дома. То есть учитывается и возраст ребенка, его физическое состояние, его самочувствие, а также расстояние от места жительства до места учебы. То есть если родитель понимает, что ребенку тяжело, что ребенку трудно, что ребенок не справится с такой ситуацией, то, конечно, он оставляет его дома. Большая просьба к родителям обязательно сообщить о своем решении в школу, чтобы классный руководитель или завуч, или директор, или в приемную информацию передать, но чтобы у нас педагоги были в курсе, по какой причине ребенок сегодня отсутствует у нас на занятиях. Ну а для наших ребят, я понимаю, что для них актированные дни – это долгожданные дни, они очень любят, они радуются актировкам, но тем не менее мы хотим еще раз акцентировать внимание и ребят, и родителей о том, что актированный день не является ни праздничным, ни каникулярным, ни выходным днем. Учеба продолжается в дистанционном формате. Узнать об актированных днях горожане могут на официальном сайте администрации Инты, а также на страницах ВКонтакте городской мэрии и 5 канала. Для многих народов сохранение родных языков аналогично сохранению своей собственной этничности. И для Коми это не исключение. Министерство национальной политики Республики Коми объявляет о старте очередных курсов коми-языка. Занятия будут проходить с 3 февраля по 12 апреля в очном и онлайн форматах.
Занятия очного формата будут организованы в Доме дружбы народов. Кроме того, коми-язык уже появился в Google-переводчике. Многие пользователи заметили, что теперь могут использовать сервис для перевода текстов с коми и наоборот. Осталось уже чуть меньше месяца, когда мы будем отмечать Международный день родного языка 21 февраля. Активисты коми-движения, конечно же, готовятся к этим мероприятиям. Мы будем обязательно писать коми-диктант и на селе, и в городе. Носители коми-языка у нас в основном в нашем муниципальном округе живут в селах. Это наши бабушки, дедушки, папы, мамы. Они очень хорошо владеют языком, но, к сожалению, не молодеют. А вот дети наши уже и внуки, они испытывают уже трудности в изучении коми-языка. Поэтому наша главная задача – это сохранять и поддерживать, умножать коми-язык. Отрадно, что Республика Коми поддерживает нас в этом. Министерством национальной политики Республики Коми объявлено, что в Сыктывкаре начинаются курсы по изучению коми-языка. Они набирают 5 групп и в онлайн, и в очном формате будут изучать коми-язык. Поэтому любой желающий может присоединиться к этому хорошему делу. Также на днях прошла информация, что в Google переводчик добавляется коми-язык, государственный язык Республики Коми. Очень долго ждали, теперь, опять же, каждый пользователь может этим воспользоваться. Дети, молодежь, думаем, что будут активно этим заниматься. Коми-язык сложный, трудный язык, но он очень красивый и мелодичный. Это душа народа. Мы сами разговариваем на коми-языке, поем с Мадаяс коми-песни. И, конечно же, привлекаем как можем молодежь, детей к языку через игровые формы, через мероприятия. И если будет жить язык, будет и народ. Пусть живет и процветает наш родной коми-язык. В завершении выпуска объявление. В субботу 25 января с 12 до 14 часов на площади Ленина будет работать экомобиль «Лысва» регионального оператора «Севера». В рамках акции «Зеленая суббота» у населения будут принимать пластиковые бутылки, канистры, крышки, тюбики от кремов, зубной пасты, алюминиевые банки и макулатуру. Неравнодушные к экологии горожане могут сдать на переработку различные виды отходов. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.